Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. О чем важном, срочном расскажет вам песок. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, о чем важном и срочном расскажет мне песок. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками. Так. Ну, тут у кого-то произошел расход, раскол. Какие-то неприятности происходят по жизни. Люди как будто бы друг от друга отвернулись. Либо кажется, что это конец, либо такое настроение, что все, уже ничего не получится, ничего не будет. Это может быть отношения в семье, среди родственников, близких людей. Это могут быть отношения среди любимых людей. Это может быть конфликт на работе с коллегами, с начальником. Да? Ну, то есть вот прям сейчас холодно и одиноко. Будущая перспектива, она туманна, непонятна. И больше вот такое ощущение, что все, больше не будет, это конец. Вот такое состояние тяжелое. Смотрите, мои хорошие, ну в том, что это произошло, виноваты третьи лица. Может быть один человек, может быть несколько человек. Кто-то усиленно работал над тем, чтобы вы, либо вас постигла такая доля, такая участь. Вот, разрыва, охлаждения и отдаления. Сейчас эти люди, они празднуют свою победу. Конечно же, добились чего хотели. Здесь, помимо того, что вам мешали, тут еще очень много каких-то подводных камней в виде там обиды, претензий, что-то не было высказано, что-то было, скажем так, замолчалось. Да? Вот. Здесь и отчасти и ваша вина присутствует. Скорее всего, вы пошли на поводу у обид, либо что-то не смогли вынести, стерпеть. Теперь вы оказались вот в такой ситуации. Я хочу, чтобы вы понимали, что это не конец. И этим ваша история, либо ваша ситуация, она не заканчивается. Конец, он совершенно другой, и будет он через много-много-много лет. Смотрите, что будет происходить. Во-первых, песок говорит о том, что вот эти замыслы, планы и вот эти действия, коварные действия против вас, направленные в вашу сторону, они будут вскрыты. Вот правда выльется наружу. Все поймут, кто что делал, зачем делал, с какой целью, кто кого там на дух не переносит, кто наоборот помогает и хороший человек. Вот пойдет информация, это пойдет, как, знаете, цепная реакция, одно за другим потянет. И там, знаете, прям как вереница каких-то действующих лиц, как хороших, так и плохих. Вот прям спадут очки, вот это черное полотно, оно спадет, и сразу станет понятно, кто добрый, хороший человек для вас, а кто, извините меня, ну, ошметки там, да, какие-то огрызки, и человек, который кроме там злобы и агрессии ничего не испытывает и ничего не делает. Вот вскроется правда. Смотрите, благодаря этой правде у вас поменяется и атмосфера, и коллектив вокруг вас, и общество, с кем вы общаетесь, с кем вы там дружите, с кем чем делитесь. Есть человек, кому вы излишне доверяете, либо человек, которому вы очень много приватной информации сообщаете. Может быть, непосредственно вы и не сообщаете, но, допустим, да, вы живете в семье. У вас, например, там мамочка, да, вы ее любите, вы с ней все обсуждаете, а у мамы есть любимая подруга, которой она вот
все рассказывает, да, делится своими переживаниями. Либо ваш, например, муж, все, что у вас там в доме происходит, там, рассказывает там, своим, например, родителям, либо там, своим родственникам, может быть, там, другу рассказывает. Да? То есть информация уходит. И люди, которые вам вредят, они этим пользуются. У них, знаете, ушки на макушке, они все слышат, они все там подбирают, там прям по крупицам собирают. Дальше там дорабатывают, там, сплетнями там, сдабривают, да, и отпускают в мир. Отсюда вот этот весь негатив вокруг вас крутится, отсюда столько неприятностей. Еще я хочу сказать для тех, кто у меня в отношениях, но отношения, ну, вот такие критично-катастрофичные, когда один день у вас все хорошо, и потом 6 дней это просто ужас. Ругаетесь, спорите, ну вот как нету ничего общего. Хотя чувства, любовь, эмоции есть. Там вот сразу, вот без всякого говорю, там люди в семье, мужчины делают все возможное и невозможное для того, чтобы ваши отношения были несостоятельными, для того, чтобы их в принципе не было. Вот так вот, не нравитесь вы им. И мужчина здесь, в принципе, ну я не могу сказать, что он виноват в этом. Ну, представляете, он один, да, он один. И такое огромное, мощное давление вот всех, там, семья, братья, сестры, родители, там, бабушки, дедушки, друзья друзей, там, друзья брата, друзья там, невестки, да, все на него прям давят. Все время вас очерняют, все время его там как-то накручивают против вас. У него уже психика не выдерживает. Вот отсюда эти все неприятности. Кстати, с вашей стороны тоже могут быть какие-то вбросы, когда он говорит, ну, если бы он тебя любил, конечно бы он там по-другому себя вел. Знаете, с одной стороны, вроде как поддержать вас хотят, с другой стороны, наоборот, вас топят. Я вам скажу, вот такую подсказку вам дает песок. Если вы хотите, чтобы ваша вот эта дорога общая жизни не перерывалась, чтобы вы дальше шли рука об руку, чтобы у вас все наладилось, чтобы вы стали счастливыми людьми, и прожили долгую жизнь в радости, в мире и в любви, вам нужно собрать вещи и вместе куда-нибудь уехать. Уехать так далеко, чтобы вот эти вот все ваши там родственники, друзья, знакомые ничего о вас не знали. Только в таком формате, только в таком направлении, либо в таком деянии ваше будущее возможно. Иначе я хочу вас предупредить, да, если все оставить как есть, ну, разрушат ваши отношения. Вот как пить дать разрушат. Вот настолько люди, понимаете, я не могу сказать, что они там злые и плохие, они просто, ну, любить не умеют, да. И когда они видят любовь между другими людьми, они так к этому относятся, говорят, что это такое? А почему-то это они там, чем они там занимаются, да? А что это такое? Любовь-то это. Они разрушают ваши отношения, потому что они не понимают, что вы любите друг друга. Для них это что-то неестественное. Боже, как это? Мы там все там по сговорам, мы там по тем, по какому-то интересу, да, там сходились, женились, союзы создавали. А тут что, любовь? Что за любовь такая? Вот, хотите счастья? Уезжайте. Уезжайте и прям так, чтобы они про вас практически ничего не знали. Если оставить как есть, к сожалению, я не вижу тут перспективы. Песок вас предупреждает. Отношения можно спасти, но нужно быть более активным. Для тех, кто, скажем так, сейчас вот в этих спорах, ссорах вам выяснение идет, а с этим выяснением вы четко наведете себе, ну, линии начертите, да, и наведете порядок в вашем окружении. Те, кто вам мешают, вы их, за дверь, а те, кто хорошие, помогают, пожалуйста, будете более плотно общаться. Это не конец, это вот возможность есть, возможность на то, чтобы что-то в жизни поменять. Такие возможности крайне редко выпадают, поэтому не упустите момент, посмотрели мое видео, подумали, подходит вам эта ситуация, которую я описала, начинайте действовать. Начинайте действовать. Это очень важно. Если сидеть и ничего не делать, ну, понимаете, само не придет, да, на голову не упадет. Хотя вот эти взрывы информации, здесь, опять же таки, они не сами собой произойдут. Тут один человечек что-то раскопает, вот потянет за ниточку, и вот пойдет расходиться пряжа, да, и вот вскроются все эти там хорошие и плохие люди. Все вскроется, правда. Правда просто на людей вот так сверху обрушится. Но и нужно будет навести порядок. Я думаю, что у вас получится. Песок говорит, не переживай, главное действуй. Действуй
правильно по времени и ориентируйся на ту информацию, которая будет всплывать и которая будет к тебе подходить. Так, еще здесь интересно, нам показали новости. Здесь идет новость о кольце. Либо вы узнаете, что кто-то создает семью, брак, да, кто-то получил предложение, но вы будете очень тому рады. Может быть, кто-то из ваших близких, а может быть, кто-то из вас узнает, что ваш любимый человек готовит вам колечко, да, будет делать вам предложение. А может, просто муж решил вас побаловать и купил вам новое кольцо, вы обнаружили случайно, да, он еще не подарил, но вы обнаружили. То есть будет очень приятно, и прям так настроение поднимется, прям так хорошо пойдет. Дальше, мои хорошие. Здесь вам будут что-то возвращать. Это то, что ваше, либо вы недополучили, либо вы не получили полностью, либо человек случайно мог себе оставить что-то ваше, либо человек у вас попросил и не отдал. Здесь вам будут возвращать. И обратите внимание на то, что вам возвращают. Не просто там вам дают и говорят, вот эта вещь, которую ты забыла, там, да, либо которую я был должен. Проверьте, насколько эта вещь в исправном состоянии, либо что с этой вещью происходит. Так, еще, мои дорогие, здесь какая-то ловушка у вас вырисовалась. Какой-то хитрый человечек вас пытается, либо попытается, либо уже пытается на что-то уговорить. Это связано с деньгами, либо вложиться, либо что-то купить. Какой-то такой хитрый маневр. Да? Обещают вам всего и сразу, причем в каких-то невероятных количествах. Но не верьте, вы рискуете потратить деньги. Там не сильно большая сумма, там больше, знаете, как ожидания. Ваши ожидания не оправдаются. И вот разочарование может быть достаточно горьким. Не надо, оно вам ни к чему. Если вы уж прям так хотите, перепроверьте этого человека. Найдите тех, кто с этим человеком сотрудничал, да, либо кто от этого человека получил. Не просто так, с его слов. Найдите настоящих людей, реальных людей, да, кто поучаствовал в той или иной программе, либо вложился, что вам там будут предлагать. Вы должны это проверить. И только так принимайте решение и давайте там деньги человеку. Дальше, мои хорошие. Песок хотел сказать про здоровье. Здесь кому-то предстоят какие-то операции, манипуляции, процедуры, посещение специалистов. Да, вот где-то вы будете обращаться. Почему-то вы боитесь. То ли боитесь, что вам диагноз какой-то поставят, то ли вы боитесь, что что-то пойдет не так, что вам там нерадивый доктор попадется, либо там специалист, в кавычках, да, не совсем квалифицированный. Значит, песочек говорит, что бояться не надо. Во-первых, за вами очень мощный ангел стоит, ваш ангел, и ангел не позволит плохому с вами случиться. То есть вот все, что касается вмешательства людей, вот именно медицинского в ваше здоровье, там, в вашу жизнь, там ангел очень четко смотрит. Так что все будет замечательно. То есть куда бы вы ни обратились, чем бы вы ни занимались, будет иметь для вас очень положительный результат. Так, мои хорошие, еще важная ситуация. Вот смотрите, здесь человек у меня возвысился и пытается балансировать. Балансирует он, скорее всего, между возможностью и какой-то, не знаю, совестью, либо ответственностью, да. То есть у вас либо работа появится, либо какое-то дело, увлечение, возможность, где вы будете выбирать между собой, своим удовольствием и между, например, да, чьими-то интересами, либо, например, да, вот обычный пример, девушка молодая, красивая, у нее есть детки, и вот ее позовут на какое-то мероприятие. Она будет думать, вот что мне делать, идти на мероприятие, там погулять, хорошо себя там показать, отдохнуть, либо уделить время там своим детям, либо там кому-нибудь из родственников, кто нуждается в помощи. Либо человек, например, да, видит, что открылась позиция, есть там коллега, который ноет, плачется, что там ни денег не хватает, детей нечем кормить, но при этом вы же тоже хотите получить эту позицию. Вы будете думать, уступить, либо все-таки мне идти. Вот выбор между вами и кем-то.
Вот как поступить? По совести, либо ну, как, по своему интересу. Вы будете об этом думать, будете пытаться балансировать. Значит, мои хорошие, чтобы вы не морочили себе голову, выбирайте себя и только себя. Если вы, например, откажетесь от должности, подумайте, что там коллегу, который нуждается, возьмут. Не возьмут. И вас не возьмут, и коллегу не возьмут. Возьмут какого-нибудь там третьего человека, с улицы кого-нибудь возьмут. Если вы думаете о том, что вы там с детьми своими там времени проведете, либо с какими-то родственниками, но я думаю, что ваши родственники, ваши дети за вас будут более счастливы, да, если увидят улыбку на вашем лице, если увидят ваше хорошее настроение, если увидят ваш позитив. Это лучше, чем сидеть там, да, и просто вот отбывать свое время. Думайте о себе и всегда выбирайте себя. И все у вас будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.